Завтра в Таджикистане пройдет заседание Совета глав государств СНГ. Все ли готово в Душанбе к приему высоких гостей, расскажет наш корреспондент Маргарита Горылова. В тени садов бахчевые пирамиды. Арбуз, дыни и тыква сегодня в качестве декора. 10 тонн привезли с севера Таджикистана из Сагдийской области специально к встрече глав. Эту резиденцию Эмомали Рахмона еще называют дачной. Здесь он любит прогуливаться со своей семьей каждый вечер после трудового дня. Своих гостей глав саммита встречает по-восточному роскошно. От щедрот ломятся не только столы, но и вот эти фруктовые ковры сегодня украшают каждый участок сада. Причем ни один фрукт не куплен в магазине. Все они выращены здесь же, в президентской резиденции. Парк площадью 15 гектаров. Украшен даже самый дальний его уголок. Но особо искусно центральный пруд и фонтан, любоваться которыми сегодня и будут гости Эмомали Рахмона. В главной беседке сада стол накрыт на 9 персон. По антуражу понятно, кто здесь сегодня будет ужинать в этих резных креслах, увенчанных короной. Лидеры СНГ. На самих столах в преддверии самого ужина только национальные закуски. Сухофрукты и мед. Здесь же, неподалеку, в 10 метрах, кухня под открытым небом. Остыть ничего не успеет. Горячее подадут прямо из тандыра. Запеченное в нем мясо станет изюминкой президентского ужина. Будем готовить тандыр. Баранина. Тандыр кабоб это называется. Баранина, теленок. И третье у нас блюдо это Марко Поло. Марко Поло? Да. А это что такое? Ну, горный коза. А, это все запекается в тандыре? Да, в тандыре. Долго печется? 3 часа. Прям целиком? Целиком. В соседних беседках тоже накрыты столы для министров и членов делегации. Сами по себе эти деревянные строения – произведения искусства. Сначала возводили неоформленный каркас, а потом вручную вырезали на нем узоры. 10 месяцев художники работали с деревом. И без того ухоженный сад сегодня в разы красивее. Одних только дворников 40 человек. Кого-то даже вызвали с выходного, чтобы ни одна соринка не навредила чистоте этой встречи. В резиденции Кахисамон есть и отдельные корпуса для гостей. В них 2 дня саммита будут проживать президенты Кыргызстана и Узбекистана. Маргарита Горылова, Наталья Журавлева и Роман Демидов. Мир 24.